сізге 7-сінде кірдік біз осы айдың. Есіңізде ғой? Сол кезде сіз айттыңыз, водонапорный башня болады, алаңдамаңдар деп біз қайттық. Сосын кейін қараңыз енді. Я что-то не пойму. Жоқ, 28-ші жұлдызында кеше келсек сізге. Ана жақта біздің көзіміз жетті. Действительно, скотомогильник салынып жатқанына сізге келсек, сіз айтасыз, ой, мен жаңа ғана біліп жатырмын, анда скотомогильник екен ғой деп жатсыз сіз. Жители пригородного села Житекши обвиняют местного акима в бездействии. Предмет спора — строительство скотомогильника вблизи их домов. Люди уверяют, расстояние до будущего кладбища животных не более 600 метров. Они утверждают, что их никто не спрашивал и даже не предупреждал о возведении этого объекта. Аким села Кульбаршин Баубекова призывает не преувеличивать, ведь работы еще не завершены, хотя и идут, по ее словам, с нарушениями. Перенесут, не на моих землях мы планировали за территорией свалки. Все равно этого скотомогильника там не будет. Понимаете? 1 метр қалыңдықпен стенка қалап жатыр ішінде. Зимой. Кто ложит кладку зимой? Они істеп жатыр, сіз барған жоқсыз ба? Есен Рахимгожин, житель села. 2 года назад мужчина построил дом на окраине Житекши, но тогда он еще не знал, что в 600 метрах от его жилища будут возводить скотомогильник. Вот наши дома, мы уже построили здесь как года 3, наверное. 3 года будет точно. Вот скотомогильник. Роза ветров в наши дома дует. Запахи будут идти. Неприятный запах – не единственное возможное неудобство. По словам сельчан, гораздо больше вред могут принести грунтовые воды. Ведь единственный источник воды в селе – это скважина. А близость скотомогильника может стать источником опасных заболеваний, говорят местные жители. Вторит обеспокоенным жителям и гидрогеолог Юрий Косолапов. По его мнению, строительство скотомогильника проводится с нарушениями закона. У них даже на руках, возможно, нет акта земельного. Может, и есть акт, но этот акт не согласован с санэпидстанцией. Проект не согласован с экологией. Любой проект составляется ОВОС на любой. И объявляют слушания. Это общественное, это всегда, это по закону, по экологическому кодексу. Этого же не было. Не было. Было или нет, мы решили узнать у заказчиков строительства скотомогильника отдела строительства Павлодара. Чиновники уверяют, все законно. Строительство скотомогильника было начато в соответствии со всеми разрешительными документами, согласованиями с СЭС, экологами, заключения, были проведены общественные слушания. Также есть решение земельной комиссии, где участвовал также аким Житекшов. В настоящее время сейчас создана комиссия, которая сейчас именно выезжает комиссионно сделать, опять же, координатные замеры, чтобы определить границы землеустроительного участка. И после этого будет вынесено решение окончательно. Активисты села Житекши между тем собрали около 200 подписей против строительства объекта и намерены отнести свое письмо протеста в местную прокуратуру. Тимур Айтмухамбет, Азатык ТВ.